Вот эта ткань называется алача, он соткан из льна. Как видите, лен такой серенький, да, и мы его сейчас будем отбеливать. Но хочу сказать несколько слов именно вот про эту ткань. Тут и качество необычное, оно не распускается, когда режешь, не распускается. И вот эта ткань алача, это дорога в рай. То есть в сундуке у каждой женщины был соткан, хранится такая ткань, когда человек умирает, стелют под тело вот эту ткань. Вот для начала нужно нам сделать щелочную воду. Воду щелочную делают из золы. Берем с печки, вот у нас русская печка, она топится дровами. После дров у нас остается вот такая вот зола. В золу заливаем золу кипятком. И это должно настояться. Может простоять сутки. Получается чистая щелочная вода. Щелочную воду мы сцедили, чистую воду перелили в другой тазик и уже мочим. Замачиваем в этой воде. И пусть он у нас немножко вот так простоит. Вот после щелочной воды ткань мы приносим сюда к озеру, пруду, к водоему. А тут хорошенечко мы поласкиваем, хорошенечко полощем, отбиваем колотушкой. И после уже колотушки, после того, как сполоснули, мы стелим это все на вот так, вешаем на солнышко. В любом, можно так повесить, можно сяк, кто как желает, кто как хочет. По весне, когда начинаются талые воды, когда первые солнечные лучи, самые яркие солнечные лучи, мочили холсты и прямо стелили на снегу. Там еще идет отражение от снега, а солнце отражение от снега еще лучше отбеливается.